Между митингующими и органами в Хароге начались переговоры. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие знаменательные события произошли за это время. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. В Хароге митингующие и представители органов власти 27 ноября начали переговоры. В рамках этих переговоров будет рассматриваться вопрос совместного расследования по факту гибели Гулбидина Зиёбекова и стрельбы в ходе митинга, в результате которой погибли 2 человека. Как сообщают источники в Хароге, это первые сдвиги в переговорах между сторонами за последние дни. Переговоры происходят во главе с начальником управления МВД Сагдийской области Абдуллон Навджувоновым. По словам источника, органы правопорядка согласились вести совместное расследование, обсуждаются детали этой совместной работы. С нашей стороны будет своя комиссия, которая будет работать в следственной группе и сообщать о результатах митингующим. Также мы будем требовать, чтобы убрали оцепление с гор, и обсуждается вопрос присутствия военных в городе. Они находятся на тех постах в Хароге 2018 года. Пусть оставят сотрудников ГАИ, а военные должны покинуть эти посты. Их присутствие создает напряженность, говорит один из членов комиссии по переговорам. Относительно других требований, которые звучали ранее, источник сообщил, что вчера были только предварительные переговоры. «Мы только начали, будут еще обсуждения», — отметил он. При этом источник отметил, что вопрос привлечения к ответственности тех, кто напал на работников милиции и безопасности на территории администрации области, рассматриваться не будет. Стоит отметить, что в эти дни акции протеста прошли в других странах мира, в том числе в Нью-Йорке и Атланте, США, в Лондоне, в Бонне и Дормунте, Германии, в Вене, Австрии и в Санкт-Петербурге. Участники акции присоединились к требованиям митингующим в Хароге. А как вы относитесь к такому уже позитивному продвижению в этом вопросе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также протестующие в Хароге напали на председателя ГБАО Алишера Мирзанабота. Об этом в эфире местного телеканала «Бадахшан» заявил прокурор области Парвиз Арифзода. Он попросил протестующих на площади Асмаили Самани не нарушать общественный порядок и спокойствие жителей. По словам прокурора, митинг в центре города незаконный, а его организаторы – руководители ОПГ и их сторонники. Он отметил, что Мирзанабот вышел к протестующим по их требованию. Глава региона ответил на вопросы митингующих. Он заявил, что для тщательного расследования инцидента прокуратура ГБАО создала следственную группу и расследование продолжается. Однако протестующие остались недовольны ответом Мирзанабота. Они напали на председателя и на сопровождающих его представителей власти. В результате депутат парламента Азиз Гиозода получил тяжелые телесные повреждения, заявил прокурор. Для того, чтобы остановить митингующих, сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В отношении нападавших возбудили ряд уголовных дел. Любое правонарушение влечет за собой ответственность, заключил прокурор ГБАО. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, власть сдержит свое обещание? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.